Всем привет из солнечного Крыма. Ливадия на связи, Ливадийский дворец, 9 февраля, плюс 4. Сегодня пеший маршрут по Царской тропе. Докуда дойдем и потом вернемся назад в Ливадию. Планирую до Гаспры дойти по Царской тропе до Смотровой. Там есть одна смотровая с лавочками. Вот планируем дойти туда. Вот. Заварил чаю, конфет взял. Можно идти. Далеко. Прохладно, ветрено, но сегодня хоть чуть-чуть ветер утих. То прям холодина была такая вчера. Просто жесть. Вот. Так что вот такие дела. Вот такие делишки. Еще возьмем электро по Царской. На электрокаре по Царской тропе. Все зеленое. Дорожка вот сюда. Можно пойти, там спуститься по ступенькам. Вот. С собачками гуляют люди. Но все равно ветер с моря дует. Негодяй такой. Сегодня солнечный день. Почему бы и не пройтись по Царской тропе пешком, а то все на велосипеде, да, на велосипеде. Теперь у нас добавляются пешие маршруты. Начало от Ливадии. Вниз там еще дорога. Да, так бы сейчас на велосипеде я Царскую тропу бы проехал, наверное, за минут 20 где-то. Ну, может быть, 30 максимум. До самого конца. Отсюда пешком, наверное, около часа идти. Может, даже чуть больше. Ну, так, не спеша. В темпе в таком. Вот такая погодка сегодня солнечная. Красота, ляпота.
Зима, зима, последний месяц, кстати, зимы. Февраль скоро закончится и будет февраль. Вот, осталось тут сколько? 20 дней даже меньше. Вот, и что? Ну, думаю, что будет март тоже холодный. Думаю, что март будет холодный, а там посмотрим. Последние лет 5 весна холодная. Март, апрель. Только в мае начинает теплеть. Там где-то даже в начале мая бывает так себе прохладно. Погодка, да, изменилась. Вообще изменилась. Кто назад уже идет, а кто только идет в ту сторону. Ну, дело в том, что есть такие, которые с Гаспры идут пешком в Ливадию, садятся на маршрутку или на такси и едут назад в Гаспр. У меня же наоборот. Я приехал в Ливадию и пройдемся по тропе и назад вернемся. Он такая идет, как объездная дорога для велосипедистов. Ну, кстати, да, здесь больше ездят на велосипедах. На самокатах здесь встретишь редко. Больше на велосипедах здесь люди катаются. На самокатах ездят на набережной. Летают. Вчера шторм был. Самокатчики все равно там мокрая плитка. Они там носились. Навернуться можно только так. Царская тропа, здоровье. А раньше, да, здесь на лошадях только катались. Ну и пешком, да, ходили. Раньше велосипедов особо в те года, наверное, вообще никаких особо и не было. Ну, может, были какие-то там самые-самые обычные, но сейчас дерево. Самые какие-то, может, были обычные велосипеды. Но, скорее всего, ходили здесь при царе. Здесь только ж цари были, это ж не общее было раньше. Только на лошадях они катались и ходили пешком. Только не пойму, а как они следили, чтобы другие люди, никто не зашел на царскую тропу.
как они. Непонятно, непонятно. Или вообще не следили. Были. Всем доступная была дорога. Вот отсюда вот такой вид. Открывается. Шторм, да. Шторм. Шторм. Люди гуляют. Ходят туда-сюда, туда-сюда. Вот здесь надо смотреть, чтобы оттуда машина не ехала. Ну вот скоро уже дойдем до арки, до Орианды. Пешком ступеньки вверх куда-то. Один раз у меня цепь порвалась на велосипеде. С Семиза ехал и порвалась цепь на подъеме, как поворачиваешь, вот эта дорога идет сюда, в эту сторону, на Царскую тропу, и в ту сторону уже на вот Каспру. Привет. Сидит, спит. Вот. И порвалась цепь у меня. И я с того места пешком катил велосипед до самой Ялты. Это было, конечно, капец. Котики мяукают, а еды нету, ребята. Есть только шоколадки. Шоколадки есть. Мяукаешь. Вот, да, получается, с того места до самой Ялты, наверное, километров, ну, где-то 7-8, может 10 где-то максимум. И в некоторых местах я просто сел и отталкивался ногами и типа разгонялся. Вот. Ехал. Так что и уже был вечер. Пока туда-сюда, пока дошел, доехал, где-то пришлось там, где небольшие подъемчики, там пешком шел. Вот. А так по ровному вот такому отталкивался двумя ногами и типа разгонял велосипед. И вот он где-то раз-раз едет, потом небольшой подъемчик, оп, все, как бы стал, прошелся, потом опять сел, потом опять давай ногами еду. Капец. А у меня просто с собой ничего не было, чтобы можно было соединить цепь. Там замок порвался, и все. И ехать никак. Блин, ветер. Что-то думал, здесь будет тихо, а здесь ветрено. Ветрено. Да не, нормально.
Дорога там внизу. Да, у нас сегодня цель дойти до Гаспры. Дойти до Гаспры. Посмотрим, сможем мы дойти или нет. Ветер, блин, дует. Ветер, ветер. Подъемчик вот можно подняться наверх. Дорога там. Вот такие виды. Ух, какой ветер. С моря дует собака. Надо капюшон одевать. Во. С моря шторм уже какой. Третий день штормит. Лавочки, ну, мы пока не устали. До этой, до арки дойдем там. Постоим пару минут и пойдем дальше. Времени нету. Да, там тоже будет ветер на этих смотровых по-любому. Ох, виды, виды. Виды, шикарные виды. Да, где там этот уплыл, что ли? Танкер стоял, где он, может, куда-то зашел. Думает, да ну нафиг там стоять. Качает так, что просто капец. Красотища. Виды, виды, виды. Виды, виды. Да, волны, блин. Ты смотри, ветер, собака. Задувает, блин. Столько станешь, все, надо идти. Двигаться надо, а то вроде оделся тепло, но так. Так. Стоять нежелательно долго. Котик кушает, что ли? Или что он там делает? Котик кушает. Ну, люди, наверное, прошли, сели, отдыхают. Но здесь вроде в этом месте не такой ветер. Здесь закрывают деревья. Получается, где-то до смотровой, то, наверное, отсюда километра 4, я думаю. 4,4. А вот куда-то дорожка. 4, тоже выходит на дорогу. Там закрыто, что ли. Там какая-то калитка. 4 километра. Это сколько у нас? 8. По идее, где-то, ну, может, 9 максимум. Мы должны за сегодня пройти пешком.
Пеший маршрут. Ливадия Гаспро. Гаспро Ливадия. Можно было бы еще, конечно, пойти в эту, в Ялту по берегу. Но, наверное, сегодня нет. Я не смогу. Я думаю, столько еще пройти. Ну, посмотрим, да. Пока что мы только в варианте вот дошли до арки. 20 минут. Прогулка уже. Еще столько же идти до смотровой. Да, красотища, красотища, конечно, здесь. Море такое все волнуется. Волнуется. За всю зиму это, наверное, первый раз, что вот так 3-4 дня уже штормит. Ух, вид. Вид, шикарный вид. Вот так вот сейчас вид такой вот. Еще отходим, еще. Что там такое? Вот так, да. Вот такой вид. Шикарный вид. Скала. Солнце отсвечивает. Да. Мурзик сидит, чухается. Ну что, идем дальше. Лавочка для отдыха. Ну, я думаю, уже дойдем до Гаспро, там уже будем отдыхать. А здесь пока так идем пока. Опа. Подъемчики здесь небольшие. С правой стороны здесь отель с бассейном, с банями разными там. Любят сюда приезжать местные отдыхать. Да и не только, я думаю, местные. Там у него на той стороне, да, видовые все номера на море. Вот идем дальше. Туда вон куда-то дорога пошла. А что за забор здесь? Интересно, что там за забором? Уже кто-то забрал себе территорию и ждет момента.
ждет момента, когда можно начать стройку, да? Да, тут в Крыму еще столько мест, где можно что-то купить, что-то убрать, забрать, построить свое частный дом или там под гостиницу. Но в основном все равно такое уже, да, осталось, что именно надо ли связи нормальные, чтобы забрать землю, участок, землю. Или потому что да, просто так простому человеку никто ничего не отдаст, только связи. И деньги. Миллионы алых роз. Что-то не так много сегодня людей гуляет. В воскресенье как-то все на набережной снимают волны. Вчера, конечно, да, там люди мокрые. Одна девчонка вообще, школьница, стоит, ждет, пока ее волна накроет. Вся уже мокрая, а все равно стоит. Так что шторм, да. Первый раз, да, я же говорю, за всю зиму это первый раз шторм такой силы. Елку там ставили напротив, как оно называется, там кафе-ресторан, пряности как-то там вот ставили елку, потом через несколько дней ее переставили дальше, потому что волны доставали легко. В общем, поставили дальше. Елку весь январь простояла. Не было шторма такой силы. Убрали елку уже, все, и тут тебе этот шторм. Ну, как бы перестраховались, да. Потому что елку ту завалило вообще. Идем. Почти дошли до этого перехода на ту сторону Гаспры. Солнышко светит. Это хорошо. Но если бы еще не было ветра, было бы лучше. Ну ладно. А что сделаешь? Там мы только прошли, наверное, километра 3 где-то. Где-то 3 километра мы прошли. Что-то тут все никак никто не хочет ложить плиточку, разбитая.
дорога. Положили б плиточку, было бы намного лучше. Он как бы участок небольшой. Ладно. Не хотят, не хотят. Так, надеюсь, до 5 я туда дойду. Фух. Так, а вот тут место. Там за скалу надо заходить. И там на камне стоит крест с видом. Вот, видно в сторону Ялты. Называется гора Крестовая. Тропа здоровья. Фух. Жарко. Лазить жарко, да. Вот тут тоже ветер. Негодяй такой. Да, вот сейчас тут идешь, и там потом раз и все. Тупик. С собачками гуляют. Вон тут такие скалы всякие. Добрый день. Вот тут камни всякие. Ой. А, это женщина. Просто что это котик такой жирненький. Крест, в общем, где-то вот там, за теми камнями. А, вон он стоит. А, вон он, да. Вон он, видно его. Отсюда, вон он. Беленький такой. Ну вот, надо либо здесь лезть по камням, либо вот там обходить. Здесь как бы, да, лезть надо. Прям такой тропы нормальной к нему нету. Вон он, его видно отсюда, вон он. Да, тут только надо лазить, спускаться вон туда, сюда. Не лесенок, да, ничего такого нет. А вон, да, тропинка есть. Что, может, спустимся? Вот сюда. А ну-ка, сейчас посмотрим. Может, мы сможем спуститься. Мы ж на велосипедах были, а пешком как бы так. Ну вот нормально, да. А мы где-то с той стороны к нему заходили. Опа. Ну вот, да. Вот к нему так и поднимаешься. Вон он вверху стоит. Ну тут надо обувь такую, да. Ветер холоднющий. Так что вот такая, да, можно идти вот так вот, свернуть, подняться туда. Если ветра нету, хорошая погода, можно и чай там на скале той посидеть, попить чайку. Но там надо обувь нормальную, с шипами.
чтоб там лазить. Мы сегодня, обувь у нас такая, кроссовочки обычные. Я ж думал, я просто по Царской тропе пройду. И все. А мне вот сюда еще захотелось свернуть, вспомнить, да. Вспомнить, где мы ездили на велосипедах. Товарищ такой говорит, а давай сюда сейчас заскочим. Ну заехали. Ну вот по вот этой тропе мы до конца туда проехали. Вот. А потом надо было куда-то как бы велики оставлять дорогие. Тут тоже как бы не хотелось. И вот покрутились, потом спустились, пошли, начали тащить велосипеды в ту сторону. Там тоже камни. Потом я вот ему говорю, давай я уже постою, а ты иди сходи посмотри. Ну и он сам, в общем, пошел. Сам пошел, сходил, говорит, да, крест. Он еще пару фотографий сделал. Так что вот такие дела. Люди дошли, он сели отдохнуть. Устали. Так что вот такие делишки. Бочки, бочки. Что вы храните в этих бочках? Признавайтесь. Винцо? Хранят винцо. Винцо в бочках. Солнечно еще. Сколько там у нас? 45 минут мы уже идем. Тропа он какая-то туда. Коридорчик такой, там у них какие деревья, красивые пальмы. Кто-то себе здесь прикупил домик. Они его, но не вот это первое здание, а там еще у них на территории два, получается, здания, что ли. Второе здание более такое массивное. И они его, по-моему, в этом году ну не в этом, в том году, получается, достраивали уже. Так, ну что, на ту сторону теперь переходим. Собака роет. На ту сторону идем.
Машина едет. Пускай едет. Никого? Не. Никого. Идем дальше. На Газпру. Мы идем на Газпру. Бывает, люди сюда доезжают до этого места, вот здесь ставят где-то машину и потом идут пешком чисто в какую-то сторону, в одну сторону идут, потом назад к машине. Ну, то есть, чтобы не полностью все пройти, а частично. Вот. Частично пройти участок. О, какой жирненький. Смотри, там собака идет сзади. Погоняет сейчас тебя. Жирненького хлопчика. Вон сверху люди идут. А, это еще, кстати, Арианда, да. Газпро чуть-чуть дальше. Это же еще Арианда. Арианда, Арианда. Ты моя Арианда. И там вверху храм Михаила Архистратига. Красивый такой храм. И напротив там такая арка белая с видами. Однажды я на велосипеде приехал с квадрокоптером сюда вот. И, короче, это было где-то в 19-м году или в 20-м. Короче, хотел здесь поснимать красивые виды. Где-то я там внизу стал, запустил его. Вот. И такой, думаю, сейчас поснимаю. В общем, там раз, два, три, четыре круга сделал, что-то туда-сюда. И потом, короче, он у меня врезался в деревья. В деревья врезался. Я его дып-дып, назад, вперед, вверх. Нифига, домой нажимаю. Нифига, не хочет. Короче, дергал, смыкал я его нифига. Пошел смотреть примерное место. Не, искал, так и не смог найти его. Вот так вот. Потом, короче, хотел найти через приложение его место. Вот. Искал тоже. Не смог найти. Потом пришлось искать на Авито. На Авито пришлось искать. Есть дорога прямо идет по асфальту чисто. А есть дорога вот сюда. Через
лес. Короче, сейчас спущусь. Люди гуляют туда-сюда, ходят туда-сюда. В общем, потом мне пришлось на Авито искать этих всяких скалолазов там. Вот. Наткнулся там на одного паренька, который по скалам, по вот тут горам лазит. Ну, на этих веревках, там, на карабины, там все это. Ну и, в общем, нашел его, позвонил, сказал так и так. Сколько там, 54 уже? Ага.